Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Вертолет Ми-8 привлекли к поиску геологической группы «Гранит», которая не выходит на связь уже несколько дней. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Группа из 4 человек проводила геолого-разведочные работы в Булунском районе. Геологи наземным путем выдвинулись в сторону базы Алмазы-Анабара. С 12 сентября они не выходят на связь, хотя по плану должны выходить раз в неделю по вторникам. Возможная причина отсутствия связи с геологической группой – поломка радиостанции, комментирует в МЧС. Поиском привлечено воздушное судно Ми-8 и 4 спасателя службы спасения республики. 4 жителей Якутска, подозреваемых в употреблении и перевозке наркотиков, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве. Наряд группы задержания заметил автомашину в лесном массиве. В салоне машины находились 4 мужчин. При осмотре салона на переднем сидении с пассажирской стороны сотрудники заметили головку торцевого ключа с нагаром внутри. В салоне чувствовался специфический запах, говорится в сообщении Росгвардии. У 3 задержанных, 32-летнего уроженца Хангаласского района, 31-летнего уроженца Сунтарского и 42-летнего уроженца Хангаласского района, обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета. В салоне обнаружены 2 торцевые головки с нагаром, приспособление для курения, фрагмент сигареты со специфическим запахом. Экспертиза установила, что изъятый материал является наркотическим средством «Спайс» общей массой 0,344 грамма. На трассе Якутск-Бердикистях в ночь с 24 на 25 сентября произошло смертельное ДТП. Погибли 2 человека. Столкновение произошло на 99-м километре трассы между автомобилями Toyota Succeed и грузовиком Volvo. Удар пришелся в бок легкового автомобиля. Водитель и пассажир Toyota погибли. Причиной стало превышение скорости и потеря управления со стороны водителя легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции. По предварительным данным установлено, что 36-летний водитель Саксида не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу движения и совершило столкновение с грузовым автомобилем Volvo, комментирует госавтоинспекции. В момент ДТП в Toyota также находился 41-летний мужчина. Оба от полученных травм скончались на месте происшествия. А свидетельствование не выявило у водителя Volvo факта употребления алкогольных напитков. С его слов, в ту ночь после рабочей смены он следовал на ужин в придорожное кафе. По пути следования он увидел, как ему навстречу на большой скорости следует иномарка, которая начала вилять из стороны в сторону и боком залетела под транспортное средство. В ходе разбирательств выяснилось, что у водителя самосвала истек срок действия водительского удостоверения. В отношении него составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Кроме того, для привлечения к ответственности должностного лица, выпустившего водителя, у которого истек срок удостоверения, проводится проверка. В Усть-Куте полицейские застрелили медведя, забравшегося в гараж частного дома. Информация распространилась в соцсетях. Вызов поступил от владелицы гаража, на которую напал 3-летний медведь. Стражам порядка пришлось выпустить всю обойму из стабильного оружия, чтобы ликвидировать незваного гостя. В селе Черектей у Салданского улуса полностью сгорел многофункциональный комплекс. Возгорание произошло в арочном здании, в котором находились 4 организации. Администрация Наслега, Центр культуры, библиотека и почта. Здание спасти не удалось. Проведены работы по спасению соседних детского сада и гаража. Эти объекты не пострадали. Сразу при получении вызова мы отправили 1 машину с МПЧ-3 в село Дюпся и 1 машину с МПЧ-8. Село Балактах. Они прибыли с МПЧ-3 13 часов 10 минут, а с МПЧ-8 13 часов 20 минут. В общем, на пожаре работало 13 человек личного состава. Здание по всей площади сгорело все. Там позднее сообщение было. Балтийский флот провел учения морской авиации в Калининградской области, недалеко от российско-литовской границы. Подробности в репортаже «Рейтер», рассказывает Татьяна Громова. Морская авиация Балтийского флота провела плановые тренировки на полигоне в Калининградской области. В них участвовали самолеты Су-30СМ и Су-24. Целью было уничтожение войск противника, отработка огневой поддержки сухопутных подразделений и воздушная разведка. Экипажи произвели бомбардировку, стрельбы из авиационных пушек и заход на цель под глушилками радиоэфира со стороны противника. Тренировка также включала имитацию воздушного боя и принуждение самолета-нарушителя к посадке.
Национальный музей Бразилии, сгоревший в начале сентября, начал делать выставки на открытом воздухе. Подробности в репортаже «Рейтер», рассказывает Татьяна Громова. Национальный музей жив. Фестиваль под таким названием проводят сотрудники сгоревшей в начале сентября культурной сокровищницы Бразилии. Рядом со зданием установили шатры, где гости могут посетить временную выставку, принять участие в мастер-классах и пообщаться с учеными. Не каждый день можно подержать живую змею. Очень жалко, что музей сгорел, там было много исторических предметов. Но эта выставка очень интересная, потому что все можно трогать. Посетители также могут посмотреть, как идет восстановление коллекции. В частности, музей уже воссоздал череп Лузии, женщины, жившей 11 тысяч лет назад. Ее останки считались древнейшими ископаемыми останками человека в Америке. Пожар в Национальном музее Бразилии произошел 2 сентября, вечером после закрытия. К полуночи 80 пожарных смогли остановить распространение огня, но спасти удалось немногое. В коллекции было 20 миллионов экспонатов. На их собрание ушло 200 лет. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.